W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Podczas dzisiejszej modlitwy zapowiadał wiekieńci, Boże, как добрый милосердный Пан пробачил ему провины и принял усупольность усих святых. Перепросим Бога за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем спасть эту наисвятейшую охрану. Spowiadajcie Bogu Всемогутному. I wam, braty i siostry, що зграшили ujawieni, думкою, словом, uczynkом i zaniedbaniem. Moja wina, moja wielmi wielkая wina. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, на Пана Бога нашего. Нехай измилуется над нами Бог Всемогутный и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Боже, ти бачиш, з якою вірою народ твой чекає свята народження Павла. Поможи нам подрихтовать наши сердца, как мы с радостью и с хвалованием святковали таинницу нашего избавления. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарит в едности Духа Святого, Бог разуще веки вечные. Читание книги пророка Исаии. Узрадуется пустыня и сухая земля, и степ взвеселится, и зацвете, как шафран. Будет пригоже цвести и тешиться, и радоваться будет, и спевать. Слава Ливану будет раздмерна, гонор Каремлю и Сарону. Яны убачить славу Пана, веришь нашего Бога. Умацуйте слабые руки, узмацните дрожащие колени. Скажите малодушным, будьте отважными, не бойтесь, вось Бог ваш, помста прийде, отплата Божия. И Он сам приходит избавить вас. Тады очи слепых будут бачить, и уши глухих откроются. Тады кульгавы, як олень подскочить,
и язык немых ускликни радостно. Выбавленные Паном вернутся и придут на Сион с радостным спевом, и вечная радость окрые их головы. Веселье и радость наполнить их, а журба и стороны изникнуть. Это Слово Божие. Читання послання святого апостола Якова. Терпливими будьте, брати, аж до прийстя Пана. Ось земляроб чекає коштовного плоду землі, і діля його довго терпить, покуль не отримає плоду, ранній і поздній. Будьте терпливими, і ви, умацуйте ваше серце, бо наближається прийстя Пана. Не нарокайте, брати, один на одного, щоб не бути осудженими. Ось суддя стоїть при дверях. За приклад терпливості і великодушності, брати, візьміть пророку, які промовляли від ім'я Пана. Це Слово Боже. Читание Святого Евангелия для Матфея. У той час, коли Ян почув у в'язниці причини Христа, послав учнів своїх спитатися його: «Ти той, який повинен прийти, чи нам чекати іншого?» І сказав їм Єсус в отказ: «Ідіть, обвістіть Яну тое, що чуєте і бачите. Слепые знову бачать, і кульгавые ходять, прокаженные очищаются, и глухие чуют, померлые воскресают, и убогим обещается добрая новина. И счастливые вы, счастливый той, кто не будет сомневаться обо мне». Коли ж яны вошли, Иисус почал говорить народу про Яна: «На что вы вышли у пустыню глядеть? На тростину, якую ветер хистает? На что ж вы ходили глядеть? На человека, обранутого у мягкие шатры?
Тыя, хто носіць мягкія шатры, знаходзяцца ў каралеўскіх дамах. На што вы хацелі глядзець? На прарока? Так кажу вам, нават больш, чым на прарока. Гэта той, пра каго напісана: «Вось я пасылаю анёла майго перад табою, які падрыхтуе табе дарогу». Сапраўды кажу вам, сярод народжаных жанчын не з'явіўся большы за Яна Хрысціцеля, але найменейшы ў нябесным валадарстве большы за яго. Гэта слова Пана. Слава Тебе, Христе. Маем пророка Исаия, и маем тыдзень, неделю, так званую радостью, и Костёл еще не переживает третьей недели. Чему я на радости? Потому что половина адвенту за нами, половину часу подготовки, варто себе запытать, так есть студенты, які вучаться десь на університеті, і подчас году здає 2 рази екзамени, на перший семестр і на другий семестр. Але так закончить гэта тільки год, не закончить семестр, але закончить год. Так ось і ми маємо так звані такі поділи, щоб нам було легче і простіше в этой інформації об нашому житті можна було поділити на якісь частки і може ліпше її присвоїти, як вона в нашому житті нам допомогла. Маємо пророка Ісая, який говорить про радість. Хтось тобі сказав, слухаючи Боже Слово, і перше читання, і друге Євангелію, немає ні слова про радість. Бо ми чекаємо радості людської, такої, яку і нам чоловік дасть. Але він часто і забуваємо, що ця людська радість вона сьогодні є, а завтра вже пролетіла. Бо чоловік може обрадувати, а може поставити ногу, може подложити что-нибудь бровное поесть, и что мы уплатили, потом будем вместо того, как радоваться, будем его проклинать про всю наше життя. И так может быть. Так хто нам дає радість, як не Бог? Бо Бог кожного з нас однолькова кохає, як я вже про це звертав увагу, неважно, чи ти грешиш, чи ти зовсім не грешиш, ти з'являєшся, лічиш в своєму внимании найбільшим грешником в сучасному світі, і так Божа любов, вона така сама, вона незмірна. Але з її треба ще вміти скористати. Вона може лежати, ми не можемо взиратися, може лежати за шклом якимось, за окном, буде бачне. Але треба витягнути руку, треба змагатися, як є туди якийсь спосіб цікаво видобути, як вона допомогла чоловіку. І маємо туди так. Зрадується пустиня і сухая земля. Як пустиня буде зрадуватися? Як сухая земля може зрадуватися? Сухая земля наш прагне води, як насититься. А пустиня, на якої нема життя, як і нам чим вона може радуватися? Своїм піском, який там льотає, і знаменем температурам високими і низькими. Про що говорить пророк Ісая? Як не про пустиню нашого серця, а не тут, як говорка іде так само про Єрусалим. Про Єрусалим. Зрадується сухая земля, і степ узвеселиться. Что такое степ? Что відбувалося на цьому степі? На степ зазвичай виганялося якоїсь бидло. Воно мало своє місце, свій загон, але туди його виганялося, як воно там було. Человек повинен быть сам себе уметь выгнать подчас адвенту своих особистых рамок, какие мы здесь были упакованы, про которые я говорил несколько тыдней тому назад. Как под этими рамками поглядеть, як иначе житем. Есть такие душа, что які сидят у клетках, навіть як отчинишь клетку, навстишь, целую стенку снимешь, эта тушка из этой клетки никуда не вылетит. Бо вона у міркуванні своїм думає, що вона у этой клетці є у свободі, а там вона зневолена, вона там зневолена. І так само тут, як это і говориться, що чоловік повинен десь вийти поза самого себе, як поглядіти з другої перспективи на своє життя, з другого пункту ракурсу. Пам'ятаєте, Писання говорив, що ми, як люди, не любимо, як нас часами хтось фотографирует, хтось снимает на видео, потом коли глядим, это я туда сдымки, это видео, это дивно ты это выглядишь. Не дивно, ты завжди так выглядишь. Только треба это проверять. А проверять, это идти вот тут
А в том совет, ну это не так легко, это не так легко, да? Жизнь детей, ко мне доверяете, что скажут, что вы дивные, это приятели, я нормальный, я маю что-то самое. Нет, кожен з нас якийсь спосіб діва. Погляньте, Яна Хрестителя називають діваком, Ісуса Христа називають діваком. Діваки, християнство, то християнство діваков такі, які ходять сьогодні в костьол, яка слухають ксенза Яна, і теж дівак. Вона дівчина ружова, женщина якась, дівових куригав. Ну і так то є, узрадувався степ, узрадувався. І ми маємо радуватися. І кажуть, слава Ліпану буде даже на яму. Гора Кармелю Сарону. Про що ви говорите? Що народ повинен увойти у Єрусалим. І це Єрусалим з'являється у серці. У серці, як на початок увойти в це своє серце на навіки своїх храмах. Вот мы зауважим, что это выпакалось. Пока не выпакаем, это же подарунок, мы туда обратно ничего не запакуем. Хвалишка, между которой мы выезжаем, а что хочем куда-нибудь уехать, когда мы ее отчиним, а она там заполнена, сами валишка, увалится, еще одна валишка, там меньше, как аж маленькая валишка. Треба вынять все эти валишки, запаковали эту великую валишку сами. Вот полная, туда уже ничего не влезет. Только вот как мы выпаковали свое сердце, то, что действительно перешкоджая у познавания Пана Бога, как мы могли умацоваться не своей силой. Вот порой говорит, что тады очи слепых будут бачить, и уши глухих откроются, тады кульгавые, як олень, поскачут. И языки немых ускрикнуть радостно, выбавление Пана вернутся и придут на Сион с радостью спеваючи, и вечная радость окрыет их головы, и веселиться и радоваться. Тады, не сами, а тады, дякуючи ласке Пана Бога. Человек не сам может изменить, не тому, что своя очи открыла, не тому, что распочне ходить, не тому, что распочне чуть, нет. Тады, дякуючи ласке Пана Бога, слепые убаки, уши их отчинятся, кульгавые пойдут, будут скакать и колени, и так далее, то, что пророк нам сегодня говорит. И маем дивака, про якого я сказав, Яна Апостола, про вашого Хрестителя, які сидять у в'язниці. По-перше, має учнів і хоче їх так само оторвати від їх речаїсності, хоче їх оторвати від самих себе, оскільки сидять у в'язниці, і вони там йому служать, як мучник. І він говорить, ні, ідіть, даються Христа і запитайте, чи він той, хто має прийти, чи так само другого має сподіватися. І Ян, і учні Яна пошли до Ісуса Христа. І є ця розмова. І Єсус сказав їм, ідіть, обвістите Яну тое, що чуєте. На що святий Ян Хреститель посилає учнів, як вони оторвалися від його земного, але убачили щось, що дало йому земное життя. Через Ісуса Христа. Как могли зауважить его. Слепые зауважат, кругавые ходят, прохожие, очищенные, глухие, чуют, померзлые, воскреснут, и опошние, и убогим обвещается добрая новина. Не усім обвещается Божья новина, которая только прошли до Иисуса Христа, а убогим обвещается добрая новина. Евангелиста Матвей у прихожий способ это подкресливая. Чему? Вот тот же человек убогий, который шукает вести рады, он тогда исполняется до Пана Бога. Он тогда поднимая слово, он тогда звикая ходить, слухая, якісь накази. Мы ведь часто уже и приходим в костел, хотели бы как все, альбо здесь в другом месте, сказал нам формулу. Вот кто-то скажет, я переживаю такие хлопоты, там кто-то скажет, я переживаю хлопоты, мой муж не доживая алкоголя, потом скажет, дети меня не слушают, потом как про внуки до меня не приходят, и шмат хлопотов. Приходим до костела, как все дал нам формулу такую, как я тебе это все поравнать. Ну и все говорит, знаешь, 2 плюс 2 равно 4. Посуйте, 2 плюс 2 равно 4. И каждый свою проблему, свои тяжкости, думаю, развяжет. И они как развязываются, браты и сестры. Памятаем, я говорю, мне такие видео, это процесс, незвычайный процесс, который человек повинен пройти, как вылезти из своей вязницы, а когда не может, как вылезти, то здесь это вязница привязана, это чинит Ян Хреститель, и что тут написано? Когда это все убачили в учни Яна Хрестителя,
Так, что они сделали? И они пошли. И написано, куда пошли. Написано, че они пошли. Да, Яна Крестителя обратно к нему вести. Че они пошли вести другим на правку, а может пошли до Иисуса Христа. Нет, они пошли доставить себе. Как открыть правду. Вот очень важное слово. Яны пошли. Коли яны пошли. Вот, коли яны пошли, Иисус пошел. У свое сердце, у свое знание. На эту пустыню, на якую их Пан Бог, чего их говорит, эта пустыня будет радостью, бо народ выбранный был у неволи египетской. Не только что их там зневолили, они сами туда пошли. Тобто тяжкое життя вдалися зневолить себе. Здесь психологические есть рамки. И тому в такий способ, браты и сестры, говорят, что пустыня для их будет радостью. И они, их памятаем потом, как 40 годов будут вандровать в этой пустыне. Как очистить свое мышление, как очистить свое сердце, как вывести с того, с этого Египту, який мы жили. Кожен из нас у сердце має свой Египет, якого треба было вывести, как нами никто не херовал. Как мы могли быть ставать выгнанными, и хотя быдло на степ, тому пророк уживает этот способ. Но когда мы не выходим, как мы были выгнаны оттуда. Кстати, памятаем, при Содоме и Гоморе так само отбылось, что братана Авраама не хотел выходить, ему добро было. Это 3 ангела, которые пришли, а его 2 доклада там пришли, да, его выпустили, выгнали, сказали, пошел вон, подальше зарыться, точно. И он утекает, как урятовать свое житье. Так само Бог хочет нас выгонять за наше несчастье, народные способы, какие там, как можно было застосовать человека. І апошняя, на яку сьогодні треба звернути увагу, це на Яна Хрестителя. Ким він з'являється в сьогоднішній Євангелії? В сьогоднішній Євангелії Яна Хрестителя Євангеліста називає ангелом. А Ян Хреститель – це той, хто посланник. А посланник – в латині ангелі. А ангель – це той, хто кличеться ангелом, czyli висланник. Тому Євангеліста звертає увагу, що нема найбільшого, який народився з жінчин, опроча Яна Хрестителя, а наименьший у небесном благодарстве больше за его наименьшим. Будьте, братья и сестры, наименьшими в небесном благодарстве, как возвысится, дякуючи этой покою, про яку нам сегодня говорит, и апостол так само явно святая вам. Вам. Веру в одинако Бога и Отца Всемогущего, Единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинакового, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, святого от святла, Бога сокровенного от Бога сокровенного, народженного от несборного, одиносутного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас людей, и для нашего здоровья, пришел из неба, переселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, выживали так само за нас, при Понском Пилате, был замученный и похован, и на 3-й день воскрес, по воле Писания, и пришел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и его благодарству не будет конца. Веру в Бога Святого, Пана и Животворца, який Зайца и Сына походит, якому разом с Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял пространству, веру в один из святых католических апостольских костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов, и шагаю воскрешения померных, и життя вечного в будущем свете. А Бога, який брат Ісуса Христа оказує світу свою милосердність, віднесем наші сокольні просьби і молитвы. Молимся за святый костел, как он навершал всему свету вечную любовь Бога, объявленную во Христе. Тебе просим. Выслухай нас, Мария. Молимся за наших бископов, как Бог помогал им во всех хлопотах. Тебе просим.
Молимся за тых, хто ў бліжэйшы час прыме сакрамент хросту, каб стаўшы Божымі дзецьмі, яны годна праслаўлялі Бога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за наши семьи, каб панаваў іх Божий спокой и узрастала взаимная любовь. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за зайчи, якія чакаюць з'яўлення на свет зачатка у іх жыцця, каб яно было для іх крыніцу сапраўднай радасці. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собраных на вечеры Пана, каб мы умели дяковать Богу таксама за хвилины выпробованию и терпения у нашем житті, необходных для нашего очищения. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наши места, памятуй на свою способ печеньки, которого милосердный Пан придал его в przypomnieniu światej. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Mogutny Boże, wysłuchaj modlitwy, jakie przynosimy dla Ciebie ze szczerym sercem. Wysłuchaj i każdy wykonuje Twoją świętą wolę pracy. Stawa nasza. Молитесь, как мою и вашу офиару принял Бог, а и тех, кто всемогущий. Благословение и хвалу Тебя своего, а так само накорись нам и всему престолу святому. Дозволь нам, Пане, продажным сердцем хвалить Тебе наши отчасти, яко исполняется евхаристичная таямница, и дай, как она действовала на всем Твоего Слова, Христа Пана нашего. Как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Войча, всемогутный вечный Божа, рад Христа Пана нашего, я претерпшим своим Христе спокою принявши тело, выконал Твой справедливый наказ, и нам открывши шлях до вечного спасения, и он и знов придем взяние своей славы, как дать нам обетанные дары, яких мы в чувании с надеей чакаем, тому зыганёлами, арханёлами, душими святыми, мы обещаем Твою славу, разом сими воскликаючи. Святый, 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 Ангел всемогутный, небо и земля, полные хвалы, Господа нам вершина.
Stworzyciela tej światości, samą jedności rzucił Kościołom pierwszy dzień dnia, kiedy Jezus Chrystus umarł i послав апостола Духа Святого, брат Христа, просим Тебе, учи могутный Божа. Освети добрые дары ростою Духа Твоего, как они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, когда добровольно выдал себе на муки, взял хлеб, и, подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте этого все, bo это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynom po wieczerzy udział kielich, znów Tobie podziaku składaючи, podał swoim uczniom, кажучи: «Берите и пейте его все, bo это есть киелих крови моей нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Знаючи śmierci zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb chrześcijański i spełnienia, dziękując, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, aby всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одном. Памятай, Пане, про Костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаливал любовь и разум с Папом нашим Львом, Biskupom naszym Józefem i усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення і про всіх, що в ласці Твоєї, одійшов з этого світу і дозволив уважить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житии вечному едности с Наисвятейшей Богородицей, Панной Марией, со святым Юзефом и Евранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Иоанном Павлом II, сестрой Фаустиной и всеми святыми, які справді уподобались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа, Христови у Христе, Тебе замойчал все могутный, уедности Духа Святого, Уся ваша и глава, разучения и вечные. Бог так полюбил нас, что послал нам як Избавителя Своего единородного Сына, того смиряемся казалось. И отпусти нам праведные наши, яки мы отпускаем виноваты наши. И не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, слав нас от всякого злого, дай ласкаво упокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и заховали до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и пристя славцы нашего Иисуса Христа.
Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Прочи мне, зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, дарите во супокоем и едностью, яки живейший владаришь на веки вечные. Супокой Pana, якай завсюди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Ось баранець Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Как ты вошел в меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа. Номер 134.
Молимся. Просим Тебе, милостивый Боже, как моца из этой небесного посилку мы были очищенные от сатанов и подрыхтованные до находящих света утрат Христа Пада нашего. Святые широратние в нашей парафии в понедельник у середу у 6:45 раницы, у субботу у 8 раницы, у четверг у 19 для тих, хто не може. Кожен день свята імша так само відправляється увечері у 19:00 полгодини перед святою імшою. Можна скористатися сакраменту поєднання сповіді. Можна набивати обладки на вігілійний стол офіари, предназначені на будову. 20 снежня у суботу, ближайшую після святої імши у 19:00, молодь нашей парафии, Михаэльки, запрошает на молитву прославления Захвочую, так само, как есть такий способ молитовный приготовить свое сердце на доходящее святы Божьего народжения, czyli у суботу у 19:00 після святої імши. У наступную неделю, 21 снежня, в нашей парафии отбудется парафиальный кирмаш вигилийный, захвочуем дальше народу. Так само в наступную неделю о 9 године в нашу парафию прибудет Бетлеемский огонь, який можна буде забрати з собою до хати. Наступная неделя инвестиционные все оферы предназначенные на будову, звертаемся с великой просьбой записывать хворых, как и они так само полно и годно могли пережить на приходящие святы. Сразу весь адвент можно будет приступить до святой споведи, я уже сказал. У авторок 16 снежня починаем новенну за дитятка Єсус. Адорація Пана Єсуса, як кожен день з 14 до 19. Дякуем за хлерование, складенное на будову, субботную индивидуальную молитву, спевы, праву литургичную, прибирание каплицы, тем, кто дежурил, помолимся за тех, на каким тыдні святкує дні народження, именины, юбилей, чекая народил детей,
святі, так само в нових добродіях будівництва санктуари Божої милосердності, за нас заручаючи кожного багатству обіци Маті Божої Зайцової, Твоєї оборони отдаємося. Добре, что вы идем, что приходите, примите Божие благословение. Пан с вами. Благословлять Богу, всемогутный Отец и Сын и Дух Святый. Идите у покоя Христа. Святый Архангеле Михаиле, держи нас в змагании, будь нам обороной, супроть спокусы и пасать злого духа, покрову напротив, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божию, силу пекла шатана и інших злых духов, які нас убудушнують во світі. Амінь.